Среда, 29 марта. Приветствую вас на Первом городском телеканале. Вы смотрите программу «Новое утро» с Асель Арыстангалиевой. И у нас уже в студии гости. Будем знакомиться. Сегодня в студии Жандос Кадыров, врач-интерн первого года обучения, староста микрохирургического клуба при ЗКМУ имени Марата Успанова, и Дана Аманжол, студентка 4-го курса факультета общей медицины Медицинского университета. Здравствуйте. 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 Начали говорить о том, что вы являетесь старостой микрохирургического клуба, и достаточно такое длинное название. Не знаю, нашим телезрителям понятно ли будет, чем занимаетесь вы. Расскажите, пожалуйста, что это за клуб, как давно образовался в целом? Да, что это? Сам по себе микрохирургический клуб организован, был основан в 2021 году. 21 году. Второй год, да, идет? Как он существует? Это уже второй год, уже 3 ноября. Также он базируется на кафедре нормальной топографической анатомии с курсом оперативной хирургии. Руководителем клуба является также руководитель данной кафедры, это Рахманов Сабрали Бежанович. Что касается направления нашего клуба по микрохирургии, тут есть такие направления, как реконструктивная и пластическая хирургия, то есть это лимфология, офтальмология. Мы также занимаемся на студенческом уровне, это реплантация, трансплантации конечностей. Вот. Жандос, интереснее, конечно, будет, почему решили образовать такой клуб. Вот вы выпускник уже, да, врач-интерн. Сколько вам осталось обучаться? У меня еще есть 7 курс. 7-й, да, последний, крайний курс, да, вы завершаете и будете уже выпускаться. По профессии кем будете? Врачом? Мы все будем врачами общей практики. Общей практики. Далее вы хотите продолжать, да? Да, обязательно. То есть это у вас называется резидентура. Да. А в каком направлении будете продолжать? Дальше хочу пойти в хирургию. Хирургии. То есть это непосредственно то, чем вы сейчас занимаетесь. Да. Клуб, кто решил открыть? То есть кому пришла идея открытия? Это руководство все-таки, администрация вуза, либо это студенты изъявили инициативу и решили открыть такой клуб? Сама идея образования клуба, она пришла еще 2 года назад. Так. Сам лично начал заниматься основами микрохирургии еще со 2-го курса. В течение 3 лет я занимался этим. Потом я предложил идею создания кружка нашему руководителю. Он нас поддержал. И спустя несколько месяцев мы открыли на официальном уровне наш студенческий клуб. Вас наверняка поддержали сокурсники. Вот сегодня в студии у нас Дана. Она идет по вашим стопам, получается, чуть младше, да? Вы курсом обучаетесь. Сколько вас человек, вот кроме Даны? В нашем клубе, это считая со мной, у нас 11 человек. 11 человек. Да, у каждого свое направление, кто чем занимается. Дана, чем занимаетесь вы в клубе? Да, вот как Жандос уже сказал, у нас есть несколько направлений в клубе. Вот меня на данный момент больше интересует именно пластическая хирургия и это вот девушки, да, поэтому, наверное, так. Да, вот у нас, в принципе, есть подразделение. Примерно 3 человека занимаются офтальмохирургией, также 3-4 человека больше работают по пластической хирургии. Есть ребята, которые занимаются лимфологией непосредственно. То есть мы работаем как с синтетическими, так и с биологическими материалами. Пластическая хирургия, мы всегда ассоциируем ее сразу же с пластикой лица, да? У вас какое-то направление определенное будет? В целом мы сейчас занимаемся пластической хирургией, именно реконструкцией, то есть мы занимаемся созданием лоскутов, то есть пересадка кожи, пересадка лоскутов на сосудистые ножки и так далее. Теоретическая часть – это одно, да, я так понимаю, практическая часть – это другое. Вот клуб непосредственно, у вас есть образовательный процесс, оно друг другу не мешает, я так понимаю. После обучения, после занятий, после уроков, семинара вы приходите в клуб, собираетесь на сколько по времени? На 2-3 часа? Это зависит уже от сложности манипуляции и от желания самого студента. Так. Бывает такое, что студенты они сразу приходят после пары и остаются допоздна. Это уже так по их собственному желанию. Есть четкий план, которому вы действуете, или же каким образом идеи приветствуются со стороны 11 участников? Получается, например, мы когда перед манипуляцией мы всегда предлагаем свои идеи, мы это все так обговариваем. И начинаем и приступаем к самой манипуляции.
То есть мы занимаемся как теорией, так и практикой. Например, сейчас мы также занимаемся наукой, то есть пишем научные работы, и в то же время мы приходим на тренировки. Я помню, что вот когда мы только вступили в клуб и осваивали базовые навыки, мы могли после пар прийти, к примеру, в наш кадаверный центр и заниматься буквально до 8-9 вечера. А что дает участие вот в этом клубе? То есть принимаете ли вы новичков и что дает на выходе? Это больше практики или что? Или это просто престиж? Так, что касается новичков, мы каждый год проводим отборы. Эти отборы... То есть всех не принимаете, всех подряд? Ну, желающих очень много, но мы принимаем тех, кто реально хочет заниматься в микрохирургии именно в плане реконструкции. Так. Это именно касается ребят, студентов, которые пойдут по направлению хирургии? Да. Именно так, да. Вот, в принципе. Какими способностями должны обладать, кроме желания? Желание здесь, получается, должны быть у них навыки по хирургии, базовые навыки по хирургии. Первые и вторые курсы сразу же отметаются? Да, получается, мы набираем студентов с третьего курса. Да, с третьего курса, потому что на базе третьего курса уже у студента у него появляются уже основные базовые навыки по хирургии и основные теоретические навыки. А какие-то экзамены они проходят, то есть что-то сдают? Да, обязательно. Получается, мы проводим отбор в 2 этапа. Первый этап у нас идет по теории, а второй этап у нас идет уже по навыкам по хирургии. И суммируя все эти баллы, мы уже, получается, выбираем и принимаем кандидатов в клуб. Дана, когда вы вступали в клуб, что пришлось сделать на практике? Я помню, было достаточно много желающих. Мы проходили отбор в 2 этапа, как Жандос уже сказал. Первый этап – это был теоретический этап. То есть у нас проверяли знания хирургического инструментария, знания по анатомии, физиологии, общей хирургии. А вот эти экзамены принимают педагоги непосредственно? Или вот вы студенты, но уже старших и почти выпускающих курсов? Получается, все отбор проводим мы сами. Старшие курсы, которые уже в клубе, они занимаются уже большое количество времени, и мы сами проводим и отбираем. Да, дальше. И после теоретического этапа у нас был практический этап, отбор. То есть там мы показывали навыки общей хирургии, то есть это вязание узлов, швы и также навыки микрохирургии. То есть проверялась именно мелкая моторика рук. Вот при написании проектов, при написании статей в медицинские журналы, я так понимаю, да, публикации должны быть, какие-то работы вы опять же защищаете, либо что-то просматриваете, литературу читаете, современные последние публикации тоже, следите за ними, в том числе и за новшествами. Что для себя открыли вот в плане пластической хирургии? Это вот разговор между девочками. Вот недавно, буквально в феврале, мы ездили в Москву на конференцию международную, междисциплинарную конференцию, посвященную академику Миланову. То есть там были именно вопросы пластической хирургии. Именно там для меня было очень интересно узнать, какие есть работы в области реплантации, трансплантации, потому что там проводятся шикарные, очень высокотехнологичные операции. И вот именно после данной поездки в Москву нас очень поддержал университет. Мы на данный момент занимаемся пластикой. К примеру, сейчас мы работаем над научной работой именно в области лоскута, СИП-лоскут, это эпигастральный лоскут, на лабораторных шипах. Но в дальнейшем, вот у вас 4-й курс, получается еще 3 курса у вас, да, скажем так, впереди, и дальше у вас еще поступление, будете продолжать. Вы однозначно уже выбираете направление пластической хирургии? Или еще пока в планах? Я сейчас, если честно, выбираю между пластической хирургией и офтальмохирургией. Офтальмология тоже очень интересная специальность, но в обоих специальностях очень важна микрохирургическая техника. А вот при вашем выборе все-таки вы сами принимаете решение самостоятельно, либо родные, близкие, родители в том числе как-то дают направление вот в этом, рекомендации свои? Но я больше решаю сама. У меня, несмотря на то, что мама врач, все-таки она не работает в хирургической специальности, поэтому, к счастью, у меня есть право выбора. Знакомым, друзьям, когда рассказываете о том, какие эксперименты проводите, защищаете направление свое, удивляются или ужасаются?
И удивляются, и ужасаются. Жандос, ну вот начали говорить про планы, то есть у Даны какие планы на будущее, да, но вот медицина, все-таки много направлений различных, здесь стоит выбрать только свое направление. В целом, о планах клуба непосредственно. То есть достаточно молодой клуб, всего 2 года, вы выпуститесь, продолжите работу в данном направлении. Что клуб ожидает? Есть ли какие-то перспективные моменты? Я бы еще хотел отметить то, что за 2 года, это наше существование нашего клуба, мы уже успели наладить связи с несколькими учреждениями, обществами. Это они находятся в России, то есть это первое общество, это Национальное общество реконструктивной микрохирургии, которое находится в Москве. И второе общество, это не второе учреждение, это научно-исследовательский институт микрохирургии в городе Томска. И мы с этими 2 обществами постоянно находимся в контакте. И у нас с ними есть дальнейшие научные планы. Что касается дальнейших перспектив, конечно, хотелось бы так, чтобы в нашей области, чтобы мы как-то развивали эту микрохирургию, чтобы мы положили начало ее, чтобы как-то была база. Не только на нашу область, и уже на западном регионе Казахстана. Интересно, да, вот в данном случае, насколько сотрудничаете ли вы, ищете ли на социальных платформах сейчас интернет, он обеспечивает практически всем, да, есть ли в зарубежных вузах подобные клубы, чтобы можно было, опять же, коммуницировать со студентами, с вашими единомышленниками? По поводу зарубежья я точно не знаю, да, в Казахстане я могу сказать точно, что наш клуб является единственным, который был основан в университете именно по микрохирургии. И он является студенческим. Ну, у меня вопросы закончились. Я вроде вашу тематику поняла. Конечно, очень радуюсь тому, что все-таки современные студенты, они такие любознательные достаточно, что-то хотят новое внедрить и познать что-то новое. Опять же, чтобы был такой нетворкинг правильный. Спасибо. Спасибо большое вам. Успехов, удачи. Напомню, сегодня в студии был Кадыров Жандос, врач-интерн 1-го года обучения, староста микрохирургического клуба, и Дана Аманжол, студентка 4-го курса факультета общей медицины Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова. На этом наша программа не завершена. Это были лишь наши первые гости в сегодняшнем утреннем эфире. Буквально через несколько минут буду знакомить со следующими гостями. Не переключайте канал, оставайтесь с нами.